В Якутске завершил свою работу научно-практический Евразийский форум, трансформируя общество, новые направления и модели опережающего социального развития, в рамках которого прошел и семинар Совета Европы «Европейская социальная хартия на пути к правам человека». За эти дни было проведено много встреч, совещаний. Якутия показала себя гостеприимной хозяйкой на столь высоком уровне. Гостям показали не только столицу, но и северную природу во всей красе. В завершении работы форума Антонина Дашкина, член Общественного комитета Министерства труда и соцразвития Российской Федерации, отметила, что здесь периодически будут проводиться такие мероприятия, дабы понять, как живет народ в отдаленных регионах. Основным вопросом на пресс-конференции стала защищенность самих социальных работников. Но мне кажется, уж в социальном-то плане они сами в состоянии себя обеспечить. А вот в плане физической безопасности то не секрет, что соцработники зачастую общаются с людьми не совсем адекватного поведения. Обратив на это внимание, я спросила, какие меры принимаются в этом направлении. У нас есть, начну с небольших, но очень серьезных: укусы собак, обморожения, солнечные удары, отсутствие нападения в лифтах, потому что когда наши люди входят в темные подъезды неосвещенные, бывают такие случаи. Бывают попытки к изнасилованию, бывают агрессивные клиенты, о которых вы говорили. У нас бывают случаи, когда социальных работников стреляют. И я знаю людей, с которыми это случилось. Мы, говоря о безопасности, об отсутствии рисков, говорим о том, что нужны специальные меры предосторожности, нужна специальная форма одежды, нужны специальные, ну и, конечно, особые знания, как работать с агрессивным клиентом, как работать в учреждениях закрытого типа. У нас недавно в Подмосковье в доме-интернате произошло нападение на работника, потому что она забыла, и у нее были надеты туфли с блестящими пряжками. Клиент очень буйный, совершенно не носил блеск, поэтому они не носили ни украшений, ни оказалось беседу. Например, в Польше сейчас этот вопрос поднят на общегосударственный уровень. При посещении клиента, который был озлоблен и его не выполнили просьбу, он облил двух социальных работников бензина и поджег их. Они были сожжены, они погибли. Поэтому я очень признательна, что Туневиднер с этой проблемой выступил на форуме, и он ее и в Москве в Минтруде поднимал. В Минтруде у нас есть специальный департамент по охране труда. Удивительно, что мы, поднимая эту тему, заставили их задуматься, потому что они говорят об охране труда огромного количества специалистов, профессий, но не профессии социальной работы. Поэтому это новое направление. Союз его берет на карандаш, на вооружение. Мы уже говорили с регионами, что мы хорошо наши начальные предложения, и люди добавят своими идеями. Поэтому будем над этим работать. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.